الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Раз человек пришел, например, на то место, на микат, где мы говорили, на прошлой передаче, о котором мы говорили, значит, с чего он начинает? В первую очередь он совершает суннат купания с намерением для ихрама. Это суннат купания, она суннат не только для человека, который стал обязанным совершать хадж, любой человек, от которого получается хадж, у которого получается хадж, им всем это суннат. Допустим, ребенок, не дошедший до совершеннолетия, ему тоже суннат купаться. Значит, женщина, которая не сможет совершить 2 ракаата суннат намаза, например, которая находится в критическом состоянии, скажем так, во время месячных циклов, ей тоже желательно купаться. Значит, всем суннат купаться. И поэтому любой человек, который делает намерение, ему желательно купаться тоже. Если получится так, что у женщин есть возможность задерживаться в Медине или же на микате, пока она не очистится от этих критических дней, значит, ей было бы хорошо, желательно ей находиться там, уже будучи чистой, уже вступит в хадж, сделать намерение и вступит. Значит, пусть все женщины знают, любая женщина, пусть она будет в менструальном цикле или же после родовом, значит, у этой женщины получается все обряды хаджа. Она может в этом состоянии совершать все обряды хаджа, кроме тавафа, то есть обхода вокруг Каабы, значит, 7 раз, и 2 ракаата суннат намаза, который после тавафа совершается. Вот 2 вещи единственные, которые у женщины не получается, ей нельзя делать в этом состоянии. Все обряды хаджа, нахождение на местности Арафа, значит, нахождение на местности Мина, нахождение на местности Муздалифа, значит, даже саю, который, например, не внутри тавафа делается, то есть, вот даже вот эта вещь у женщины получается, и поэтому только 2 ракаата, любой намаз, и так нельзя, и добавок к этому, и таваф тоже. Поэтому женщине разрешается делать намерение и вступить в хадж в этом состоянии тоже, но если имеет возможность, позволяет возможность, и задерживаться там до очищения, это было бы хорошо. Если у человека нет возможности купаться, нет воды, значит, ему желательно даже делать таяммум. Таяммум – это землей, чтобы, например, заменять если у него, например, скажем так, на органе, например, гипс или так далее, тогда тоже, как человек для фарза омовения делает, что может он мыть, он смоет, а с того места, которое он не моет, вот от этого места, значит, он сделает таяммум. Человек, который может купаться, не искупался, ему это карахат, нежелательно это, но вместе с этим намерение вступления в хадж у него получается. Вообще, для паломника, если говорить о купании, джалал-хаджи, здесь 10 месяцев, где человеку желательно купаться. Как мы уже говорили, это при вступлении в хадж, при намерении, потом уже для входа в Мекку, тут уже отдельно раз, только для того, чтобы входить, это же суннат, для нахождения на горе, на местности Арафа, потом для нахождения на местности Муздалифа, значит, в этот день, это уже после рассвета, Курбан Байрама, после этого желательно купаться. Значит, для тавафуль ифала, это большой рукн, таваф, который называется, для нее даже купаться желательно для того, чтобы брить голову. Вот для этого тоже желательно купаться. И вот в то время, когда человек находится на местности Мина, он же идет 3 дня бросать камни, вот для бросания камней тоже желательно купаться отдельно тоже. И когда человек совершает прошальный таваф, вот для этого тоже человеку желательно купаться. Ну, значит, хоть и в хадж не входит, зиярат пророку, саллаллаху алейхи вассалам, если в Медине человек делает, тут, наверное, не придется объяснять, что там тоже, конечно, нужно купаться тоже. Поэтому вот эти места, 10 мест, которые мы говорили, это желательные места, где человеку купаться желательно. Сразу хочу, дорогие братья и сестры, отмечать, поскольку речь идет о фарзе, не подвергайте себя опасности тоже. Допустим, человек со слабым здоровьем, значит, погода такая, скажем так, там холодная погода. Если этот человек начнет, например, купаться, там вытираться не сможет, продует его, заболеет. Если есть такая опасность и вероятность, значит, лучше ему оставить это место, этого делать таяммум, наверное, в таком виде. Поэтому нельзя себя подвергать опасности тоже, поскольку там климат
Вот это самое место тоже, ну, люди старухи и уставшие бывают, иммунитет ослабленный бывает, поэтому на это тоже, конечно, нужно уделять внимание. Ну, там, в принципе, несмотря на то, что расстояние вроде бы кажется небольшим, 400 километров от Миката до Мекки, но ехать приходится всю ночь в силу того, что пробки. Ну, да. Вот, в автобусах кондиционеры, вот поэтому человек должен это рассчитывать. Насколько его здоровье, Да, в принципе, позволяет вот всю ночь под кондиционером, в общем-то, перенести. Ну, заблаговременно нужно об этом знать и подумать. Да. Справится он с этой ситуацией. И вот многие люди, например, ну, у них как-никак, когда человек выезжает в хадж, у него дух такой, да, вот он настроен, там, он, все эмоции там у него там горят желанием и так далее. И тут в это время он не соглашается пропускать даже какие-то мелочи, вот он все вот хочет делать, но человек не железный, на это надо обращать внимание и вот что-то следить за своим здоровьем. Это раз. Это, как мы уже говорили, для намерения в первую очередь купаться. Там уже совершая купание или до купания, он должен освободиться от всех тех лишних, ну, привести себя гигиенически вот порядок. Если, например, бриться надо, то побриться. Если, например, стричь надо, то стричь. Значит, вот вне зависимости от того, где это его волосы находятся, под мышкой, в интимных местах и так далее, поправить свои усы, например, поскольку они отрастут, пока он будет делать хадж, и уже когда, например, волос, например, будет касаться еда, это нехорошо будет. А особенно если масло там, то уже штрафом будет человек подвергаться и так далее. Значит, ну, вот так тоже себя приводить желательно. Мавлид Хаджи, вот, допустим, если человек переживает за несанкционированную, так скажем, потерю волос, за которую полагается платить штраф, может ли он, допустим, полностью побриться? Ну, видите ли, Аллах Та'ала в религии таких трудностей не сделал. И те волосы, которые независимо от нас выпадают, это, за это штрафу тоже человек не подвергается. Допустим, человек, который подошел, там сорвал у нас волосы, да, вот он, кто сорвал, он подвергается штрафу, а не мы. Поэтому нам... Но слышал, что некоторые люди вот так сделали тоже, полностью целиком себя побрили тоже, такое тоже слышали. Но Аллах Та'ала не обязывает этому, и мы не видели, чтобы вот кто-то рекомендовал это тоже, честно говоря. Но, например, с себя, например, то, что касается тех мест, где человеку предписано приводить себя в порядок, вот это в самом максимальном уровне человеку желательно приводить себя в порядок. Потом человеку желательно не просто там искупаться водой, намочить себя, скажем так, водой, но помыться мылом, например, тем, что оставляет после себя красивый запах, что очищает, убирает нечистоты из тела тоже, в таком виде. Например, те времена, когда у этих людей не было таких возможностей, да, там, моющих средств, которые у нас, они даже специальные травы брали, эту траву протирали по себе, там, чтобы от них осталось вот это, чтобы она очищала тело тоже, и, например, убирала дурной запах тоже, и вместе с этим вот оставляла красивый вот этот запах тоже. Потом человеку нужно освободиться от всех тех одеяний, которые необходимо избавляться от этого. Бывали много случаев дагестанцев, которые, например, они входили в баню, да, из бани голым же человек не выходит, видимо, здесь при жизни привыкли, и тут уже они нижнее белье на себя оставляли тоже мужчине. Женщинам это не грозит, конечно, а вот мужчинам нужно освобождаться от всего шитого, значит, и под намерением шитого здесь подразумевается, то есть как одежду шитую, да, например, то, что там краили и так далее, эти вещи роль не играет, значит, в таком виде освободиться и подготовиться, одев ихрам. Это тоже необходимо для человека. И тут уже то, что касается, раз речь зашел у нас об ихраме, хорошо, чтобы они были новыми. Это так дороже бывает. Бывают люди, которые вот в прошлый год в хадж поехали, в этом году они уже вот старый ихрам берут тоже. Если есть возможность, человеку лучше купить новый, и потом уже, конечно, и чистые тоже. И нежелательно, чтобы это был крашенным, например, какими-то оттенками и так далее. Естественно, человеку необходимо тоже, если туфли сказать, может быть неправильно, ну как тапочки, скажем так, чтобы у человека была открыта пятка и 5 пальцев тоже. Вот на это тоже обращать надо внимание. Вот, Мавлид Хаджи, доводилось встречать людей, которые
скрепляли края храма булавками. Более того, доводилось даже видеть людей, которые, видимо, где-то заблаговременно приспособили к ним заклепки. Вот, дозволительны ли подобные вот приспособления для того, чтобы и храм не спадал? Вот правильно, хорошо, что, конечно, вы этот момент тоже отметили, поскольку даже вот те алимы, которые, вот большие алимы Дагестана, которые раньше были, они еще в своих книгах, как Умул Баян, вот пишут, что вот не думайте, говорит, смотря на тех людей, которые совершают хадж, не думайте, что они умеют совершать хадж. Изучайте хадж, говорит, из дома. Поэтому, если человек, например, или булавки, или заклепки, что-нибудь, то, что, например, делает покрывало одеванием, да, делает, значит, эти все вещи к верхнему, например, материалу, к верхней части храма, то, что относится, это запрещено, нельзя. И человек подвергается к штрафам тоже, если такие вещи делают. Поэтому нельзя. Даже появились такие ихрамы с липучками, например, которые вот на верхнем материале. Эти вещи нельзя делать. И раз мы говорим, например, о хаджи по мазхабу имама Шафии, рахимахуллах, мы в этой передаче и в дальнейшем всегда будем говорить по мазхабу имама Шафии, рахимахуллах. И у нас в Дагестане тоже вот люди совершают это по этому мазхабу. Значит, нужно знать, что этого, что можно, что нельзя тоже. Поэтому находите себе ихрам такой, который по всем параметрам подходит. Даже вот раз, это же хадж, это человеку тяжело удается делать хадж, это хадж. И есть определенные расходы тоже. Ее просто так, как мы уже в наших прошлых передачах говорили, так просто ее тоже не исправишь тоже, правильно же? Поэтому не нужно там, я так думаю, хорошо будет, если у человека получается, то совершать так, чтобы, например, самые такие алимы, которые говорят, самую широкую дорогу, все, которые позволят, где нету никаких противоречий, разногласий, вот в таком виде человек, если получается, лучше так делать, конечно, хадж. И вот говоря об ихраме, говорили, что крашеный, конечно, тоже нежелательно, хотя и можно. Значит, а то, что этих тапочек касается, значит, то, что они шитые, например, да, вот и так далее, там роль не играет. Важно, чтобы эти тапочки не закрывали пятку и 5 пальцев. Значит, есть алимы, которые говорят большинство пальцев, а это получается 3, значит, поэтому вот в таком виде эти тапочки нужно одевать. Значит, когда речь идет о благовонии отличаются друг от друга тоже, поэтому бывает такое сухое благовоние, от которого какой-то физические части остаются, бывает, который, например, да, вот, который испаряется, или же, например, просто как масло, которое мажется. Говорится, что желательно наносить, например, благовоние не на само ихрам, не одевание, а именно на само тело человека. Даже некоторые, даже алимы говорят, желательно это благовоние не как благовоние мазать, мешать ее в воду, чтобы от нее запах остался, но тело не осталось тоже. Вот так даже большие алимы говорят. И разрешается на самом деле такое сухое благовоние тоже использовать, даже если после намерения у него частицы остаются на теле или на ихраме тоже. Значит, и вот когда мы видим, что на ихраме, например, осталась, например, частица этой сухой благовоние, даже в этом состоянии мы можем это ихрам носить. Но если мы это ихрам сняли, потом, когда одеваем, нужно освободить этот ихрам от этого благовония. Поэтому, чтобы такие моменты у нас не получались, значит, желательно наносить на тело, а не на ихрам. Значит, и если это мы смешали с водой и с этой с красивым запахом, ароматным запахом, значит, водой мы искупаемся, тогда, конечно, никаких сомнений в этом не будет. А женщинам желательно, например, вот эти руки хной красить тоже, чтобы они цвет, значит, кожи не выделяли. Это тоже желательно. И уже после этого, конечно, после как человек приводит себя в порядок гигиенически, и искупается человек и так далее, оденет ихрам, после этого он совершит 2 ракаата суннат намаза. Значит, после алхамов в одном прочтет «Куль я айюхаль кафирун» суру, в втором ракаате «Куль ху Аллаху ахад». Если там есть, конечно, где он намерен делать мечеть, желательно, значит, внутри делать этот намаз. Значит, а если нет места, где получается, так он ее и сделает, конечно.
А если получилось так, что мы с вами зашли в мечеть, например, 2 раката, это ихрама делать, и тут прозвучал азан, мы сделали фарз намаз. Это фарз намаз заменяет нам вот это 2 раката ихрама тоже. Это тоже так разрешается. Значит, и после этого, значит, когда человек это все сделает тоже, после этого сделает, конечно, намерение. И тут, вот когда речь идет, например, о намерении, здесь таких 2 момента есть. Есть момент, где говорится, что человеку желательно делать намерение после совершения 2 ракатов, когда он сидит, сидя. И есть момент, где говорится, когда движение в сторону Мекки начинается, то есть человек сделал внутри мечети 2 раката, сел автобус, например, или на транспорт, как движение начинается, вот в это время делаем намерение, и лаббайк Аллахумма лаббайк, вот в таком виде идет. Но достоверным, более, который алимы признает, это считается, когда движение начинается, вот в это время желательно говорят тоже. И в тот момент, когда мы делаем намерение, желательно смотреть в сторону кибля тоже. А то, что касается жителей Мекки, мы, Джавад Хаджи, уже в начале передачи еще говорили, что, например, меккинец, уже где он находится, например, скажем так, выйдет из дома, там вот прямо у выхода, например, да, вот во дворе, вот там сделать намерение, и оттуда уже он начинает движение в сторону хаджа тоже. И, значит, есть алимы, которые даже говорят, если, например, человеку желательно, вот если где он намаз делает, где он делает намерение, если мечети нету, желательно выехать в мечеть, там сделать намерение. Такие алимы тоже есть. Если следовать слову этого алима, получается, ему желательно выехать в харам, там мечеть намаз делать, после этого меккинец делает намерение. Но этот вариант многие, значит, наши телезрители могут сказать, раз из дагестанца меккинцы не выйдут, зачем это рассказывать? Те люди, которые вот хадж совершают в виде таматуа, да, есть вариант совершения хаджа, сперва малый хадж, умра, потом хадж делают. Вот те люди, которые после умра хадж делают, они уже в решении меккинцев они бывают. Они уже вот там, так вот это вопрос их касается тоже. Даже если наши братья и сестры, значит, сделали умра, они уже в Мекке они живут, да, вот в Мекке получается. Когда начинается хадж, они оттуда уже из дома делают намерение. А форма намерения, если сказать, намерение всегда это то, что касается сердца. Это и есть намерение. И чтобы выходить от всех, как говорится, разногласий, человеку желательно указывать варианты хаджа, значит, какой вариант делать намериться, и делать намерение. Например, я намереваюсь совершать хадж со своего тела. Если кого-то указали, то с этого человека, там, например, бывает же, там отправлять людей, чтобы с этого больного человека совершать хадж, или же с умершего и так далее. Вот в таком виде. И, например, я вступаю в этот хадж ради Аллаха. Потом читается лаббайка. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Если, например, он совершает большой хадж, в лаббайка желательно вставить это слово лаббайка би хаджатин. Или же, если малый хадж, лаббайка би умратин. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика лака лаббайк, инна алхамда ва ни'мата лак, валь мулк ла шарика лак. Вот в таком виде делается намерение, и человек с этого момента считается вступившим в хадж. Вот оттуда уже начинается его действие. Ну, получается, очень крайне очень важно в этот момент не допустить беспечности, то есть сделать намерение правильное, потому что если вы совершаете намерение за кого-то другого, вы можете по инерции сказать, что с себя, и вот именно. Уже вы совершаете хадж за себя, и назад дороги нет. Так получается? Так. На самом деле, Джавад Хаджи, бывали случаи, когда отсюда люди отправляли, например, с умерших делать хадж, и люди, например, да, из-за того, что но не будем, наверное, сейчас здесь сидеть и обвинять этих людей тоже, по какой причине они это делали, но расслабились в это время, взяли, сделали намерение себя и зашли в хадж. Эти люди, конечно, уже это изменить уже не смогут. Они обязаны себя делать. Раз человек за деньги его отправили туда, он с этого человека тоже обязан хадж делать. Поэтому тут надо, например, уточнять каждое слово. И не нужно говорить, что это там можно и не говорить, мол, этого можно и не делать. Вот в таком виде эти слова тоже не оставлять, а очень серьезно взять, значит, даже записать все как положено, чтобы человека ничто не отвлекало. Вот в таком виде делать и определить варианты хаджа тоже. Ну,